Привет всем спортсменам, с вами Рамиль. На прошлой тренировке мы начали изучать статические элементы воркаута. Начали мы с самого легкого элемента, это задний вис. Сегодня же мы повышаем уровень сложности и переходим ко второму элементу, это передний вис. Если же в заднем висе большая часть нагрузки у нас падает на поясницу, то в переднем висе больше нагрузки падает на мышцы пресса. Но также сильно нагружается поясница, широчайшие мышцы спины, бицепсы и плечи. Перед тем, как начать тренировку, обязательно нужно разогреть и размять все мышцы тела, для того, чтобы предотвратить все нежелательные травмы. Разминку начинаем с шеи и плавно спускаемся вниз. Каждое упражнение выполняем по 10-15 повторений. Раз, два, три, четыре. Плечи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Переходим на локти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кисти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Далее спускаемся вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. После хорошей разминки можно переходить к тренировкам. Сейчас я вам покажу, как выглядит это упражнение. Беремся за перекладину средним хватом, обязательно закрываем на замок. Ровный корпус поднимаем вверх до горизонтального положения. Передний вис очень красивый и зрелищный элемент, с помощью которого вы дальше можете делать его в разных красивых очень вариациях. Сейчас покажу один из вариантов, который называется лунная походка. Второй вариант – это подтягивание в переднем висе. Тоже очень сложный вариант. Переходим к изучению этого упражнения. Будем начинать с самого легкого и постепенно будем повышать уровень сложности. И самое легкое подводящее упражнение – это закрытый передний вис. Сейчас покажу, как это выполняется. Тянем обе ноги к себе, руки ровные. В этом положении нам нужно научиться стоять минимум 10-15 секунд. Второе упражнение, как вы и догадались, это выдвигание одной ноги с закрытого переднего виса. Сейчас покажу, как это выглядит. Принимаем исходное положение. В этом положении нам тоже нужно научиться стоять 10-15 секунд. После чего потихоньку, аккуратно выдвигаем вторую ногу. Это было третье упражнение. Переходим к четвертому. Четвертое упражнение – это ровные подъемы корпуса до вертикального положения и ровный медленный спуск. Сейчас покажу, как это делается. С помощью этих 4 упражнений вы сможете научиться делать передний вис. Перейдем к самым частым ошибкам во время выполнения переднего виса. Самое первое – это когда во время выполнения переднего виса поясница сильно прогибается, из-за того, что она слабая. Сейчас покажу, как это выглядит.
То есть передний вис в таком варианте выполнять очень легко, но элемент выглядит очень некрасиво. Поэтому лучше сразу научиться делать его ровно. Вторая самая распространенная ошибка во время выполнения – это слишком высокий подъем корпуса, либо же, наоборот, его слишком низкий спуск. Сейчас покажу, как это выглядит. В таком варианте, конечно же, вы можете научиться делать, но лучше всего постепенно улучшать качество и держать передний вис горизонтально. Итак, переходим к домашнему заданию. Самое первое упражнение – это ровные подъемы корпуса и медленный его спуск. Выполняем 3-4 подхода по максимальному количеству повторений. Второе задание – это выдвигание одной ноги в закрытом переднем висе. Выполняем 4-5 подходов по максимальному количеству повторений. И третье завершающее упражнение – это закрытый передний вис, 4-6 подходов по максимуму. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом. С вами был Рамиль. До скорой встречи!